Еще в 90-х годах мы фиксировали резкое увеличение поставок афганского героина в Россию. Позже узнали, что этот наркотрафик организован человеком, называющим себя Баим, и что он из Таджикистана. Сначала информации о нем практически не было, и разрабатывать его было трудно. Never frustrated, keep on devastated, burning up these tracks while I'm laughing at these haters. You can see me now, but you gonna see me later. I'm up on that bullshit, use you just a hater. And you ain't scary, dude, so lose the attitude before I bury you and your family too. And this ain't trick or treat, and you ain't shit to me. I'm gunning down the fucking sheriff and the deputy. So why you wildin' out? Check your styling out, cause I'm stunting, bitch. Can you see me now? Fucking sheriff and the deputy. So why you wildin' out? Check your styling out, cause I'm stunting, bitch. Can you see me now? On that funny but that sly shit, never frustrated, keep on devastated, burning up these tracks while I'm laughing at these haters. You can see me now, but you gonna see me later. I'm up on that bullshit, use you just a hater. And you ain't scary, dude, so lose the attitude before I bury you and your family too. And this ain't trick or treat, and you ain't shit to me. I'm gunning down the fucking sheriff and the deputy. So why you wildin' out? Check your styling out, cause I'm stunting, bitch. Can you see me now? Fucking sheriff and the deputy. So why you wildin' out? Check your styling out, cause I'm stunting, bitch. Can you see me now? On that funny but that slice, on that funny but that slice, on that funny but that slice shit. Never frustrated, on that funny but that slice, on that funny but that slice, on that funny but that slice. Организованная Баимом преступная группа действовала и в России, и в нескольких странах Средней Азии. Я сначала пытался что-то выяснить напрямую у моих знакомых, таджикских коллег. А это как дела? Да, старший курс видел. Да редко кого я своих вижу. Слушай, по такому делу. У нас тут в последнее время частенько стало имя такое всплывать. Баим. В связи с наркотиками. Не намекнешь? Знаешь, не любопытное и вообще, любопытство это плохо. Ты меня поправил. Ну да, так, давай пока на связи. Несмотря на все наши усилия, поток идущего сюда героина все время увеличивается. И опять Баим. Наша методика подсчета показывает, что от него сюда приходит примерно до 6 тонн в год. Да, шеф. В общем, проблема. Наш Акбар вторую неделю на связь не выходит уже. Последний раз ты с ним говорил? Чем сказал? Ну, говорит, все нормально будет, все устроено. Акбар на связь больше не вы. Я готовлю второго агента. Узнать хоть что-нибудь об Баиме в Душанбе. Но это займет время, а разрабатывать надо быстрее. Мы задерживаем перевозчиков, накрываем несколько банд, занимающихся мелким оптом, то есть захватываем только небольшую часть груза. Но это ничего не меняет. Таджикистан очень... Потери десятков и даже сотен килограммов героина, арест людей не могут нанести существенный ущерб Баиму. В 90-х годах, естественно, все спецслужбы молодой России знали о деятельности группировки Баима, так как в условиях такого хаоса и правового беспредела объединить усилия для того, чтобы пресечь деятельность это достаточно крупно, как казалось, наркобарона, было достаточно сложно. Главным по-прежнему остается вопрос, кто этот Баим. Мы не знаем ничего, только прозвище. Мы упорно собирали информацию. Наиболее полное описание наркосиндиката Баима было получено нами по линии разведки. А от их человека из афганской группы, который занимался поставками наркотиков в Таджикистан. Рад тебя слышать. Записывай скорее. У меня времени в отрыв. Пиши. Ибрагим Сафаров.
И вот перед нами досье на Баима. Майор Сафаров. Ибрагим Сафаров, бывший кадровый офицер внутренних войск МВД ФСБ. Все встает на свои места. Созданное и руководимое Сафаровым сообщество отличается стабильностью состава, длительным сроком существования, а также поддержанием постоянных и тесных связей между членами группировки. Так вот там откуда такая строгая дисциплина. И начинает Сафаров свою деятельность с войны за передел сфер влияния в наркобизнесе Таджикистана. В начале 90-х одной из главных фигур на этом поле был некий Акбар Али Джумабаев. Он отправлял героин крупными партиями в Россию, а центром распределения наркотика был печально известный черкизовский рынок.